Скажи мне, Мать-Земля, скажи правду, могут ли люди жить без войны? Да, Толгонай, ты задала трудный вопрос. Были народы, бесследно исчезнувшие войном. Были города, сожженные огнем и засыпанные песками. Были века, когда я мечтала увидеть след человеческий. И всякий раз, когда люди затевали войны, я говорила им: остановитесь, не проливайте кровь. Я и сейчас повторяю: эй, люди, за горами, за морями, эй, люди, живущие на белом свете, что вам нужно? Земли? Вот я, земля. Я для всех вас одинакова. Вы все для меня равны. Не нужны мне ваши разговоры. Мне нужна ваша дружба, ваш труд. Бросьте в борозду одно зерно, и я дам вам 100 зерен. Воткните прутик, и я выращу вам чинару. Посадите сад, и я засыплю вас плодами. Разводите скот, и я буду травой. Стройте дома, и я буду стеной. Плодитесь, умножайтесь, я для всех вас буду прекрасным жилищем. Я бесконечна, безгранична, я глубока и высока. Меня для всех вас хватит сполна. А ты, Толгонай, спрашиваешь, могут ли люди жить без войны? Это не от меня, от вас, людей, зависит, от вашей воли и разума. Как разглядеть за днями след нечеткий? Хочу приблизить к сердцу этот след. Ах, война, что ж ты сделала, подлая? На батарее были сплошь девчонки, а старшей было 18 лет. Лихая челка над прищуром хитрым, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо Химкам, те самые, с крестами на броне. И старшая, действительно старея, как от кошмара заслонясь рукой, скомандовала тонко: батарея! Ой, мамочка, ой, родная, огонь! И залп. И тут они заголосили, девчоночки, запричитали всласть, как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. Кружилось небо снежное, рябое, был ветер, обжигающий горяч. Пылинный плач висел над полем боя. Он был страшнее разрывов, этот плач. Ему, протяжному, земля внимала, остановясь на смертном рубеже. Ой, мамочка, ой, страшно мне, ой, мама, и снова батарея! И уже при ними, посреди земного шара, левее безымянного бугра, горели неправдоподобно жарко 4 черных танковых костра. Раскатывалось эхо над полями, бой медленную кровью истекал. Зенитчицы
кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам, и падали, и поднимались снова, впервые защищая наяву и честь свою в буквальном смысле слова, и родину, и маму, и Москву. Весенние пружинищие ветки, торжественность венчального стола, неслышанная «Ты моя навеки», несказанная «Я тебя ждала», и губы мужа, и его ладони, смешное бормотание во сне, и то, чтобы закричать в родильном доме: «Ой, мамочка, ой, мама, страшно мне!» И ласточку, и дождик над Арбатом, и ощущение полной тишины. Пришло к ним это после, в 45-м. Конечно, к тем, кто сам пришел с войны. Девочки, постарайтесь вернуться